Они отвратительны, это самые большие враги, которые могут быть. Но я думаю, что мы победим, и пытаться танцевать, сильно уже танцевать перед нашими западными партнерами, может быть, и не стоит. Не надо делать вид, что мы не мусульмане, не надо делать вид, что мы не христиане. Тем более, что я вам скажу, что отношение к христианам на Западе сейчас примерно такое же, к искренним христианам, примерно такое же, как к искренним мусульманам. То есть с подозрением. А для того, чтобы сильно нравиться, мы же не будем менять свою сексуальную ориентацию. Если мы хотим, чтобы полной поддержки, чтобы к нам пришли с деньгами-мигрантами, давайте поменяем сексуальную ориентацию, они к нам придут. Если это для нас невозможно, то не надо и маскироваться тогда. Мы верующие люди, мы с Богом. И будем надеяться, что Бог будет с нами. Аминь. Дякую вам, пан Дмитро. А если никто добавить ничего не хочет, мы продолжим в сфере докладов. И следующим я хочу пригласить, сейчас, секунду, председателя Совета национальных общин Украины, президента Национального конгресса армян Украины, заслуженный деятель культуры Украины, посол мира Аванесяна Шот. Тема доклада: состояние национальных сообществ Украины и представителей Кавказа в сопротивлении вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, пути приобретения гражданства Украины иностранными добровольцами. Доброго дня, шановні друзі, добрий день. Как говорится, ассаламу алейкум. Я глава Рады национальных спільнот Украины и председатель Национального конгресса армян Украины Ашот Аванесян. Мне очень приятно сегодня находиться среди моих друзей, среди моих кавказских друзей. И вдвойне приятно, что сегодня среди нас находятся герои сегодняшней нашей войны, люди, которые с утра до вечера переживают за нашу Украину. Это очень важный аспект для меня. И хочу сказать, что, для информации, что в Украине проживает более 134 этносов. Сегодня в Раде национальных спільнот Украины объединены более 65 этносов. У нас более 400 общественных организаций. Уже 5 февраля было нами создано штаб гуманитарной допомоги для нашего фронта. Знаете, я говорю всегда, война, которая пришла к нам домой, у каждого свой фронт. Мы делаем свою работу. Мы сегодня уже через наш штаб гуманитарной допомоги помогли более 15 тысяч людей. Это не важно. Бойцы на передовой, переселенцы, инвалиды, скажем. Главное, у нас есть такое объединение, и это объединение, скажем, очень потужно сегодня работает на нашу Украину. Украина стала для нас общим домом на самом деле. И мне приятно, что мои сегодняшние друзья, создавая Кавказский союз, инициатива очень прекрасная. Надо, возможно, понимать некоторые критерии, и та агрессия, которая есть со стороны России, со стороны, я лично называю Путлера, потому что ничего хорошего она нам, наши дома сегодня в Украине не пришли, просто говорил о том, что у нас тут бендеровцы. Кто запрещал? Я более 40 лет живу на Украине, скажем, дети мои родились тут, мої родителі похоронені тут. Якщо треба, будемо українською мовою розмовляти. Якщо російська мова не тільки для росіян, русский язык, то это на международном уровне. Они не имеют права приватизировать, скажем, почему, скажем, говорится о том, что какие-то проблемные вопросы имеются здесь. Слава Богу, все этносы, которых можно посмотреть в нормативных документах, которые проживают на территории Украины, у нас в межнациональных конфликтных ситуациях никогда не возникало. Возможно, на бытовом уровне что-то как-то где-то мы видим, естественно, для этого есть, слава Богу, Украина имеет хорошее законодательство, слава Богу, мы от Рады национальных спільнот Украины наше обращение сразу же
силовую структуру, подключаются, и, конечно же, наше обращение не остается без рассмотрения. И тут как раз я хочу отметить, что роль государственных структур, роль, скажем, профильных наших структур, этничных спільнот Украины очень важна. И мы должны всегда говорить, что мы благодарны Украине, благодарны президенту Украины, что есть такие условия для этничных спільнот Украины. Сегодня, ну, скажем так, народный депутат Украины, потом голова комитета справ людини, наш профильный комитет, а сегодня он является Дмитро Любінець, голова уповноваженный справ людини Верховной Рады Украины. Для нас это этнический грех, и для нас это очень почетно, для нас это очень важно. Кстати, хочу сказать, дорогие друзья, это новшество. Первый раз в истории уполноваженного создали отдельный департамент по вопросам этнополитики, скажем так, я коротко говорю, и религиозных громад. И среди нас находится директор департамента, который далее выступит, естественно, своим докладом. Это тоже нам очень приятно, на самом деле. Да? Вот могли бы до этого, до Дмитра Любінця сделать эту структуру, создавая, сделать, что вот мы, скажем, делаем огромное внимание для представителей этничных спільнот Украины. Не было этого создано, сегодня мы, слава Богу, создали. И кроме этого еще будет далее создаваться дурачий экспертный совет при уполноваженном. Это тоже, скажем, для нас очень важные моменты, потому что есть институты государственные. Да, как бы мы ни говорили, у нас общественные структуры разные. Как бы мы ни говорили, без государственных структур нам было бы сложно вести определенную работу и диалог. Хочу, друзья мои, сказать еще раз, что инициатива очень интересна. Мы поддержим моих братьев кавказских, потому что я также этнический армянин. Вообще-то мы, поверьте, в последнее время, уже, наверное, лет после 2004 года начали говорить, что мы украинцы, але різного етнічного походження. Если мы выбрали эту страну, если мы живем, наши семьи тут, наши дети родились тут, мы должны быть украинцами. Американец, чернокожий, стоит и говорит: я американец. Итальянец, скажем, народный, многоэтничный, французы также. Француз. Мы тоже также должны с уважением относиться к Украине и говорить, что мы все украинцы. И я понимаю, что есть отдельное законодательство как громадяне Украины, как, скажем, иностранцы. Вот, все эти моменты я с пониманием и с уважением. Но сегодня, скажем, многие наши представители, работая в штабе гуманитарной допомоги, помогая бойцам на передовой, все эти понятия у нас есть, что настолько больно смотреть на некоторые моменты, когда к нам в дом пришла огромнейшая беда со стороны этих путлеровцев. Дорогие друзья, и хочу отметить очень коротко, что мы подготовим, я думаю, что сделаем комиссию ведущих военных юристов, я лично попрошу, есть у нас друзья, возможности, создадим комиссию для того, чтобы в наших добровольческих батальонах каким-то образом сделать законодательство, те пункты дополнений к законодательству. Я думаю, слава Богу, у нас есть народные депутаты, наши друзья. Вот как раз здесь фракция, Кавказский союз, глава фракции вот выступал, я видел. И будем обращаться, чтобы сделать дополнение, изменения к законодательствам в отношении получения гражданства Украины. Это очень важно. Сейчас бегать там, просить написать письмо, там, скажем, в иммиграционную службу или на президента Украины, я думаю, это возможно правильно, но это не даст результата. А когда уже законом будет изменение и дополнение, тогда, естественно, уже бойцы, которые, скажем, с Кавказского региона, спокойно могут подать. Уже сама структура, там, где они находятся и служат, на передовых позициях,
наших, и та же структура подаст на ходатайство на президента получения гражданства Украины. Мы будем делать все возможное, возможно и невозможное, даже скажу так, для того, чтобы наших братьев поддержать в этих вопросах и помочь. Всегда наши двери открыты. Рада национальных спільнот Украины, Василия Тютюнника 5. Просим, пожалуйста, можете по любым вопросам обратиться. Там, где мы сможем принимать участие, быть полезным, мы готовы. Слава нашим героям! И дальше, раз уже презентовали, директор департамента мониторинга соблюдения прав и свобод, прав национальных меньшинств, политических и религиозных взглядов, секретариата Уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Анна Барабаш. Добрый день, дорогие друзья. Ашот Дадикович меня уже немножко прорекламировал, представлюсь лично. Меня зовут Анна Барабаш. Я возглавляю департамент мониторинга равных прав и свобод, прав национальных меньшин, политических и религиозных взглядов секретариата омбудсмена Украины. Я передаю ему от вас свое приветствие. К сожалению, он сейчас находится за границей в командировке и не смог лично принять участие в этом мероприятии. Вы знаете, общаясь с людьми, иногда я слышу такую фразу, что вопрос национальных меньшин зараз не на часе. Что сейчас идут военные действия, и уже 9 месяцев Украина борется за право на существование, и основной вопрос сегодня для нашей страны – это победа. Друзья, безусловно, это так, но давайте вспомним, а с чего эта война вообще началась. Ведь разве не на теме национальных меньшин Россия начала политические спекуляции? Разве не якобы защитой русской национальной меньшины на Донбассе она оправдывает то, что сейчас происходит в нашей стране? Безусловно, на это Россия сделала политическую ставку, и на то, что, спекулируя на теме национальных меньшин и коренных народов, ей удастся расшатать ситуацию внутри страны. Я вам предлагаю вернуться в июль 2021 года и вспомнить, как принимался закон Украины про коренные народы Украины, который был внесен президентом Украины. Могу сказать, что, хотя это национальное дело Украины, этот закон вызвал настоящий бум на территории Российской Федерации. Многие политики, комментаторы, пропагандисты уделили этому внимание, и даже очільник Кремля виліз зі свого бункера і також це прокоментував. Так, Нижняя палата Госдумы заявила, что закон лишает права считать себя коренными народами миллионы россиян, сотни тысяч белорусов и молдаван, которые входят в тройку самых больших национальных меньшин в Украине, лишены такого права. Путин также прокомментировал это. Он назвал этот законопроект абсолютно неприемлемым, указав, что называть российских граждан некоренным народом Украины смешно, непонятно, и эти утверждения абсолютно не соответствуют историческим фактам. Но мы уже знаем, что есть какая-то общепринятая история, есть какая-то отдельная история в Российской Федерации, которую знает только Российская Федерация. Ну, а что же в самой России? Ведь если одна страна считает себя вправе диктовать другой стране, как ей регулировать свои внутренние вопросы, то, наверное, там верховенство права, в конце концов. Ключевые международные документы о правах коренных народов – это Конвенция Международной организации труда и Декларация ООН о правах коренных народов. Россия не ратифицировала ни одну из конвенций Международной организации труда и воздержалась во время голосования за Декларацию ООН. Российское национальное законодательство также не выделяется демократией. Там коренными народами считаются те народности, чья численность не превышает 50 тысяч людей. И там используется термин «коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока». Давайте же обратимся к цифрам, какая там численность населения. Чеченская республика – 1,3 миллиона людей, Дагестан – 3,2 миллиона людей, якуты – почти 500 тысяч населения, тувинцы – 264 тысячи людей. Перечислять можно долго. Получается, что эти люди, превышая граничное количество, которое определило для себя российское законодательство, не являются хозяином на своей земле. Этот подход определения коренных народов в России говорит о том, что там боятся. Боятся, что эти народы поднимут голову и используют свое
природное право на самоопределение. Прошло немножко больше 100 дней, как уполномоченный по правам человека приступил к своим обязанностям. Ранее он возглавлял комитет по правам человека, Ашот Додикович об этом уже вспоминал, и еще пребывая на своей прошлой должности, Дмитрий Валерьевич понимал важность и актуальность вопроса национальных меньшин и коренных народов. Он глубоко и экспертно занимался этим вопросом тогда и продолжает эту практику на своей новой должности. Ним было принято решение создать отдельный отдел, который бы занимался вопросами национальных меньшин, коренных народов и религий. И он входит в структуру департамента, который я возглавляю, поэтому, пользуясь случаем, приглашаю вас к коммуникации и сотрудничеству. С многими из вас мы уже встречались, с некоторыми сегодня встретимся впервые. Находимся мы там же, где размещен офис Ашота Додиковича, и наши двери и двери уполномоченного всегда для вас открыты. Уполномоченный, как и все мы, в принципе, увидели, что мобилизация в России проводится неравномерно, и она стала своеобразным вызовом для представителей национальных меньшин, и тут, так же, как и для украинцев, стал вопрос о выживании и о том, чтобы определенные этносы, в принципе, не исчезли с лица земли. Поэтому буквально в первую неделю им было принято решение собрать круглый стол, на котором бы такие вопросы были рассмотрены и обсуждены с представителями непосредственно национальных меньшин. В результате этого круглого стола участниками всеми было принято обращение, заявление с осуждением таких действий и к призыву к тем народностям, которые проживают на территории России и на территории, которая сейчас оккупирована, уникаты мобилизации, не поддаваться ей, а в случае, если все-таки не получилось этого сделать, сдаваться в плен. Безусловно, уполномоченный не может глобально влиять на те процессы, которые происходят в России, но он и государство Украина гарантируют тем, кто пришел к нам на землю и сложил добровольно оружие, что им будут обеспечены все закрепленные международным правом обращения и, в принципе, людське ставлення до таких людей. Россия своими действиями надеялась, что Украина упадет, что она не выдержит, что народ в Украине будет разделен и поднимет белый флаг. Но украинцы и все народы, которые проживают в Украине, показали яркий пример демократии, объединения и борьбы. Имам Шамиль однажды сказал: «Всякий, поднимающий оружие против истины, поднимет его на свою погибель». Я уверена, что эти слова станут пророческими для России, и что после победы Украины в этой войне и в истории Украины, и в истории кавказских народов начнется новая светлая глава. Спасибо. Следующим я приглашаю народного депутата Украины Дмитрия Андреевича с докладом «Геноцид народов Кавказа, независимость Украины, защита национальных прав и свобод». Спасибо большое. Слава Украине, шановні колеги. И я хотел бы начать с того, что тот факт, что мы все говорим на русском сегодня, это тоже очень интересный исторический нюанс, который говорит о том, что русский со времен Российской империи был лингва франка, свободным языком. Нюанс заключается только в том, что этот язык, который мы между собой сейчас считаем свободным, не был нами воспринят добровольно. Давайте об этом просто задумаемся. Почему так происходит не только в отношении языка, истории, в отношении других аспектов, важнейших аспектов истории любого народа, любого государства? Потому что империи имеют склонность уравнивать и унормировать происходящее. О чем я говорю? Начиная с начала мая этого года в процессе получения Украиной статуса кандидата в Европейский Союз я путешествовал из одной европейской столицы в другую, пытаясь защитить право Украины на получение этого статуса
и объяснить суть происходящего здесь. Почему эта война произошла, почему она происходит дальше, чего от нас хотят русские и так далее и тому подобное. И вот в одном государстве, в Германии, при встрече с представителями Бундестага, мне абсолютно откровенно задали вопрос. До какого момента вы готовы сражаться? В частности, нас интересует больше, будете ли вы и намерены ли вы возвращать себе Крым? Я достаточно сильно удивился и спросил, а почему вообще этот вопрос возникает? Почему мы не должны бороться за ту территорию, которая признана всеми государствами, международно-правовыми документами, и которую у нас абсолютно незаконно забрали в 2014 году? На это я получил достаточно интересный ответ. Они сказали, что но это же в принципе не была ваша земля. Я говорю, что вы имеете в виду? Они говорят, давайте честно, уже особо в Европе никто не помнит, как произошло аннексия, отсоединение. Люди немного забыли. Это случилось в далеком 2014. В далеком 2014. Что же говорить о том, что случилось в далеком 1822 или в далеком 1864? Империи стирают нормы, они стирают столетние, тысячелетние истории целых государств, целых народов, вместе с их исторической памятью, вместе с их языками, вместе с их культурой, традициями, обычаями. И со временем они принуждают остальной мир к мысли того, что так было всегда. Это нормально, это норма, всегда было так, и ничего не было. Как будто не было 25 ноября 90 года декларации про государственный суверенитет Чечни. Как будто не было Конституции Чеченской Республики 92 года. Как будто не было черкесского мухаджирства. Как будто не было миллионов черкес, которые погибли в результате скитаний, голода и болезней. Этого всего не было для России. Да, для России всегда была Российская империя и Кавказ, который всегда входил в ее состав. Именно поэтому сегодня настолько важно говорить о том, что эта тюрьма народов должна быть разрушена. Именно поэтому настолько важно говорить о том, что она должна быть разрушена, да, здесь, на территории Украины, отсюда должен начаться этот путь, но вместе, коллективно, общими усилиями всех народов, национальностей, стран, которые потерпели просто безграничное количество страданий, мук, унижений и геноцида на протяжении всей своей истории. Мы очень много говорили о чеченском народе. Вы знаете, Верховную Раду она приняла не так давно, буквально пару недель назад, если не ошибаюсь, соответствующее постановление. И дальше, мне кажется, что нам нужно уделить внимание другим народам, которые заслуживают на свое место в истории, на свое возобновление своего места в истории, такие как те же черкесы. Да, то есть мы говорим о том, что в Кабарде, Восточной Черкесии, в 1822 году, после 50 лет войны, была оглашена ее победа Российской империи и окончательное завоевание. Но мы также забываем, например, о том, что это случилось в том числе вследствие вспышки эпидемии чумы, которая унесла более 90% жизней населения тогдашнего. И не является ли это той грязной бомбой, о которой сегодня говорит Россия? Да, тогда она была не искусственная, тогда она была абсолютно естественная. Но этот пример показывает нам, почему мы не должны пугаться перед лицом российского шантажа, перед лицом шантажа биологическим, ядерным и любым другим оружием. Потому что в момент того, когда это происходит, все сопротивление становится абсолютно бесполезно. Они просто переламывают это через колено и потом нормируют историю. Они говорят, что так было всегда. Крым всегда принадлежал России, Кавказ всегда был частью Российской Федерации.
Поэтому мое сегодняшнее достаточно короткое послание, выступление, дорогие друзья, это как раз о том, что мы должны поломать эти нормы. Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы не дать возможность России снова сказать через 5-10 лет, эта норма так была всегда. Чтобы мы отказали им в праве на то, чтобы боль, страдания других национальностей, стран и народов просто исчезли в течение истории, были забыты, были скомканы или специально спрятаны в угоду тем или иным амбициям русских тиранов. Это одна из причин, почему Верховная Рада на сегодняшний день занимается дальнейшей работой о признании геноцида, к примеру, того же черкесского народа. Да, то есть мы будем далеко не первыми. В 2011 году это сделал парламент Грузии. В 1992 году это сделал парламент Кабардино-Балкарской автономной республики. Было постановление по геноциду. Республика Адыгея в 1996 году обратилась к Государственной Думе. Но мне кажется, сейчас это должно стать нормой. Точно так же, как становится нормой признание российского политического режима террористическим, должно стать нормой в цивилизованных государствах признание того факта, что Кавказ и разные народности населения Кавказа – это люди, которые имеют право не просто на свою историческую память, но и также право на возвращение с полным объемом всех знаков, я параллельно перевожу, всех знаков их государственности, их культура, их язык, их обычаи, их традиции, их право определять внутреннюю политику, и, что самое важное, внешнюю политику, их право вести абсолютно адекватную, обособленную торговлю, их право, в конце концов, самим определять, кем является их правительство, их президент, их представители, кем являются их друзья в этом мире, в этом новом мире, который возникает вследствие абсолютно безумного, агрессивного действия Путина и его террористического режима. На этом я подведу черту. Я хотел бы поблагодарить всех за то, что вы нашли время быть здесь, находиться здесь. Это исторические события, без преувеличения. Я благодарен Мусе за то, что он приложил столько усилий для того, чтобы это произошло. Это мой коллега и близкий друг. И хочу сказать вам, что мы настаиваем в наших переговорах с западными союзниками о том, что законность следующего правительства Российской Федерации будет зависеть от согласия Украины. Я хочу, чтобы вы подумали немножко об этом. Законность следующего правительства Российской Федерации будет зависеть от согласия Украины. Но от согласия Украины не только в контексте тех людей, которые сидят в кабинетах власти, а в контексте тех людей, кто с оружием в руках на передовой на сегодняшний день оказывает сопротивление русской орде, русской Навальной. Это в том числе представители народов Кавказа, которые точно так же самопожертвуют, абсолютно теряя лучших сыновей и представителей своего народа, борются за свободу, за справедливость и за будущее своих народов, помимо Украины, своих народов, своих государств, своих семей и своих детей с внуками. Спасибо вам большое и до победы. Спасибо вам, как представитель украинскому народу в целом, что нам очень приятно, что проблемы кавказских народов поднимают сейчас в Украине со всей искренностью. Многие думают, что это какое-то политическое возмездие или план Запада, не веря в то, что Украина начинает вести собственную политику и очень дружелюбную к нашим кавказским народам, что для нас в будущем важно. И да, 10 лет никто не вспоминал о геноциде черкесского народа, и это очень приятно, что из уст самих украинцев это озвучивается. Мы же просим от имени черкесского народа, я дагестанец, наверное, имею на это право, признать их геноцид. Итак, я передаю следующее слово, прежде чем мы принимать резолюцию, будем народному депутату Украины, дагестанцу Магомеду Мусе Сергеевичу.
любі шановні організатори, поважні спікери та шановні учасники конференції. По-перше, я хочу подякувати за те, що кожен з вас робить цей час. Тому що ми все зараз розуміємо, що у нас є єдина мета та єдина мрія – перемогти Російську імперію. І для цього кожен з нас робить свій вагомий вклад у цю справу. По-друге, с вашего дозвола перехожу на клятву кацапскую мову, чтобы всем было понятно, у нас много гостей, которые не знают украинский язык пока, но я думаю, когда мы добьемся своей цели, и когда у нас будет Европейский Союз, Украина и Кавказский Союз единым целым, к тому времени мы все будем свободно разговаривать на многих языках, включая аварский. Я хочу поблагодарить спикеров, организаторов. Хочу сказать спасибо профессору Данилу Тепсу. Хочу сказать огромное спасибо Анзору Масхадову. Огромное спасибо Джамбулату Сулейманову за то, что они делают большую работу, за проделанную работу и за проделанный путь, чтобы быть сегодня с нами в Киеве. Председателю комитета Дагестанского национального центра Мирзоеву Джабраилу за его энергию, главе медиа-офиса «Свободный Кавказ» Аличалинскому за его черный юмор, у нас сегодня черных здесь много. И я хотел поблагодарить и Амину, которая нашла время подключиться, и вообще каждому из тех, кто находится здесь, огромное спасибо и за выступление, і за віру. Також хотів сказати, що було дуже приємно чути виступи Дмитра Андрійовича. Ми зараз працюємо у Комітеті економічного розвитку, і Дмитро Андрійович дуже захоплюється історією Кавказу, кавказських воїн і розуміє, що наше спільне будуще тільки разом Україна та Кавказ. И не забываем, что Кубань и Ставрополь – это тоже Кавказ. Хотел сказать спасибо Ане Барабаш. Нашла время, возможность. И, между прочим, это первая леди Авдеевки. Виталий Степанович Барабаш, человек, который воевал в Донецком аэропорту, киборг, который сейчас защищает нашу страну на Востоке. И мы каждый день с ним на связи. И каждому из тех, кто находится здесь, это люди, которым судьба Украины и судьба нашего Кавказа не то, что не безразлична, она вот здесь. Поэтому я благодарен организаторам за сегодняшний день, за сегодняшнюю возможность встретиться с единодумцами, с единоверцами, потому что мы все верим в общую победу, мы верим в перемогу. Слава Україні! Слава вільному Кавказу! Заключительным словом, мы уже заканчиваем, но важным обращением, мы опять передаем слово Дэнни Тепсу, и на этом мы опять перейдем кофе. Уважаемые дамы и господа, сейчас мы должны с вами принять резолюцию. Коль скоро мы провели такую работу по счастью, мы набросили такой проект резолюции, вы послушайте и скажете, что включать, что исключать, согласны или не согласны с тем, что тут написано. И тогда мы примем эту резолюцию с вашего позволения. А прежде чем начать говорить о резолюции, я хотел бы сделать две ремарки. За прошлое мое выступление нервное, были на тому обстоятельства. И ремарка такая. Не знаю, как люди, как правило, большинство людей
обычно, когда говорят о России, о ее агрессии, говорят о том, что Россия хочет прирастать, она хочет быть империей, что это имперские фантомы, и больше всего подвергают ее к этой агрессии. Но у меня есть другое видение. Это причина этой агрессивности. Я считаю, что не столько ее имперские фантомы, и архаичность ее политики связан с этой причиной, а этногенез так называемого русского народа и его орудие России, используем для убийства свободы в целях утоления своего урожденного рабского комплекса неполноценности. По моему убеждению, причина агрессии не имперских фантомов России, а в цивилизационных ценностях, точнее, их полное отсутствие у русского народа, что ярко доказывает 300-летний антагонизм кавказского либерализма и русского мазохистского раболепия. Поэтому никакие переговоры, решение конфликта с Россией, прекратить конфликт невозможно. Это самоинтерпретирующий факт. Так, и что касается другой ремарки, я думаю, что для Кавказского союза было бы, не только Кавказского союза, но и восточный полушарие, всем народам было бы полезно, если бы международное сообщество разместило бы здесь, либо на Кавказе, либо в Украине какие-нибудь институции международного уровня, высокие, большие институции, которые размещены не совсем, скажем так, параллельно, и то, что касается нас, они несколько отдалены от нас, и у нас очень часто возникают такие конфликты, военные конфликты, и у нас есть очень большая проблема, это в лице России. Поэтому эти миротворческие институции были бы здесь уместны, чтобы держать, скажем так, ситуацию под контролем. Поэтому, назовем, конечно, ООН нам не переведут сюда, но другие организации, более-менее солидные и отвечающие за миротворческие организации, были бы уместны. НАТО нужно было бы Самое миротворческое. НАТО в Киеве и ООН в Грозном, да? Хорошая идея, я думаю, что это был бы самый раз. Ну и так, резолюция. Это наброски, это проект, разумеется. Итак, мы участники международной конференции, организованной Кавказскими объединениями вместе с украинскими организациями, представителями органов государственной власти Украины. С невыносимой болью в сердце воспринимаем украинскую трагедию как свою и выражаем искреннее соболезнование близким погибших и раненых на этой войне. Мы осуждаем насилие в любой форме и знаем точно, что террористические методы войны свойственны российским силовикам. Мы считаем, что интересы России явно противоречат целям прогрессивного развития человеческого социума. Потому мы выбираем принцип ненасилия. Но настаиваем на немедленной, мирной деоккупации, деколонизации России, являющей тюрьмой для этих народов, для кавказских народов. Заявляя о своей приверженности основным ценностям, провозглашенным во Всеобщей декларации прав человека, Международных пактах о правах человека, Конвенции по защите прав человека и фундаментальных свобод и Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам. Напоминая о международном принципе права нации на самоопределение, в соответствии с которым все нации и народы имеют право на свободное определение своего политического статуса и осуществление своего экономического, социального и культурного развития. Признавая
Ответственность международных организаций, лидеров великих держав, так называемых великих держав, за преступное допущение украинской трагедии, открыто подготавливаемые через российско-чеченские войны, что подвергает сомнению авторитет ООН, Совета Европы, Европарламента и великих держав как дееспособных демократических институтов Запада, призванных защитить мир. Уверены, что невмешательство международных институций урегулирования ситуации оккупированных народов Северного Кавказа, России, приводит к уничтожению кавказских этносов, гуманитарной катастрофе и к неуправляемым процессам на Кавказе. Так, признавая достоинство всех членов человеческой семьи, будучи уверены, что целью нашего общественно-политического движения Кавказский Союз является построение современного государства, основанного на демократических ценностях, на уважении прав человека, независимо от национальной принадлежности и вероисповедания, и что их равные и неотъемлемые права являются фундаментом свободы, справедливости и мира на Кавказе. Приветствую постановление Верховной Рады Украины о признании временно оккупированной Россией территории Чеченской Республики Чечня и совершении России геноцида чеченского народа. Данный исторический и политический документ дает новые правовые возможности чеченскому народу, да и всему кавказскому народу, по деоккупации и восстановлению своей государственности. Призываем ООН и Совет Европы о признании оккупированной Россией территории кавказских народов, совершению перманентного геноцида кавказских народов, и обращаемся к президенту Украины и Верховной Раде Украины за содействие признания такого статуса за народами Кавказа и реализации этих решений. У нас есть, такое замечание, что то, что вы говорили о геноциде черкесского народа, там, чеченского народа, было бы лучше, если бы мы, скажем так, сформулировали это трагические события таким образом: перманентный геноцид кавказских народов. Это будет более и свеже, и точнее, скажем так. Если черкесский геноцид был где-то 150 лет назад, и многие международные институции на это смотрят как бы, это прошло, как вы сейчас сказали, 12 лет уже прошло, там, Крым уже не вернуть и так далее. То есть в этом случае получается, что геноцид черкесов надо забыть. Поэтому, чтобы не было вот таких, скажем так, реплик, я думаю, что будет лучше всего назвать это перманентный геноцид кавказских народов. Я так думаю, я предлагаю эту формулировку. Итак, рекомендации конференции Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совета Европы, Европейскому Союзу и мировому сообществу в целом. Первое. Призвать руководство к немедленному освобождению территории кавказских народов, начать переговорный процесс с уполномоченным руководством Кавказского Союза при непосредственном участии Украины и представителей других международных инстанций. Второе. Организовать Международный суд по Чеченской Республике и Украине на основе предложений представителей Парламентской ассамблеи Совета Европы. Расширить экономическое давление на Россию, связать финансовую помощь России с условиями безопасности кавказских народов, учитывая возможность введения новых экономических санкций. В соответствии с уставами международных организаций, членом которых является Россия, лишить Россию членства этих организаций в соответствии с нарушением ею устава. Так.
считать недостаточным и необъективным освещение кавказской проблемы в Европе, что способствует замалчиванию военных преступлений российских войск и спецслужб и манипуляции общественным мнением в пользу одобрения насилия. То есть это имеется в виду. И сейчас создать единый центр постоянного мониторинга и освещения ситуации в Кавказской республике. 10. Потребует от руководства России свободного доступа на территории Кавказской республики наблюдатели, представители независимых средств массовой информации, медицинских и гуманитарных организаций. Обратиться к правительствам европейских стран и международным организациям с призывом создать объединенную рабочую группу по ситуации в Республике Северного Кавказа. Призвать Европейский Союз, Совет Европы, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и Организацию Объединенных Наций оказать всевозможную поддержку данной инициативе. Итак, мы, участники конференции, берем на себя обязательство поддерживать эту резолюцию в рамках своих организаций, отталкиваться от нее в дальнейшей работе и начать диалог между неправительственными организациями, политиками и правительствами. Мы вместе создаем международную сеть неправительственных организаций и граждан, чтобы поддержать процесс построения справедливого мира. Мы обращаемся к главам государств мира, международным институциям об исключении России из ООН и создании Международного трибунала за военные преступления России в Чеченской республике Ичкерия, Грузии и Украине, а также политика правовой поддержки Кавказского союза, деоккупации стран и народов Кавказа. Эту резолюцию подготовило Международное общественно-политическое движение Кавказский союз, Международная неправительственная организация Всемирный чеченский конгресс, Международная общественная организация Дагестанский национальный центр. Собственно, все. Ну, у кого есть замечания? В целом, вы одобряете эту резолюцию? Да? Так, если есть у кого какие-то ремарки или несогласия, пожалуйста, мы готовы обсудить любой пункт. Да, пожалуйста. Ремарок нет, но с вашего позволения я с захватом слушал выступление Дмитра Крачинского. Не вижу его сейчас здесь. Вот. Дима, спасибо тебе за твое выступление. И, знаете, вот есть в жизни людей вещи, за которые там иногда бывает стыдно. Я могу сказать, что говоря об этом первой чеченской войне, второй чеченской войне, я, так же как и многие, был задурманен пропагандой, и мне до сих пор стыдно, что я мог так думать много-много лет тому назад, когда я был еще молод и видел эту картину через призму российской пропаганды. Поэтому я хочу еще раз поблагодарить Диму за его яркое выступление. Так вот, мне стыдно, что я еще не прочитал Аль-Бухари, я обязательно прочитаю. Спасибо тебе за выступление. Завершай. Просто я получил письмо от нашей организации, если будет возможность, это бы зачитать, Пожалуйста. Я еще не ознакомился, поэтому только получил, буду читать. Меня представляли, но напомню, что я являюсь президентом ассоциации Башт-Маршрут, который переводится чеченского как «Единство, свобода», и комитета ТОЛом переводится чеченского как «Победа». Это комитет по защите государственной основы. И то есть пресс-служба наша организация
подготовил, узнав, что я выступаю здесь, участвую в нашей этой конференции, прислали обращение. Воспользуюсь этой площадкой. Уважаемый господин президент и господа парламентарии Верховной Рады, мы, участники Ассоциации Бортмаршрут и Комитета ТОЛОМ, от лица членов членов этой организации, а также от лица всех свободолюбивых граждан Чеченской Республики Ичкерия, обращаясь к вам со словами благодарности за признание нашей страны временно оккупированной Российской Федерацией, особенно благодарны и признательны за проявленную политическую волю и прозорливость по отношению к нашей стране в этот тяжелый исторический период, когда сама Украина ведет тяжелую изнурительную борьбу с агрессией против российской агрессии, которая вероломно напала на вашу страну. Извиняюсь, у меня со зрением без очков не очень. Хочется надеяться, что принятию этого исторического решения предшествовало... ну это уже как бы, они тут мои заслуги, я не буду это зачитывать. Так. Нас радует уже то, что наши дипломатические усилия в этом направлении были не напрасны и увенчались успехом. А сам факт, что Верховная Рада Украины утвердила проект постановления о признании акта геноцида и признании Чеченской Республики Ичкерия оккупированной страной, имеет огромное политическое значение и говорит о многом. Мы надеемся, что этот беспрецедентный политический акт Украины мировое сообщество оценит по достоинству, для других стран послужит примером для подражания. Спасибо за внимание. Да, пожалуйста. Прошу прощения, по-моему, очень хорошо составлены документы. Вот одно место, которое, может быть, трудно будет понять тем, кто будет их читать, что мы осуждаем насилие в любой форме и то, что мы выбираем принцип ненасилия. Ну, сейчас война, в общем-то, идет. И если мы поддерживаем сопротивление, ну, тут сейчас, вот, в настоящем. Это не насилие, это возмездие. Ну, тогда надо, как-то надо расшифровать, потому что подумают, что мы пацифисты, и мы против сопротивления в любой форме и так далее. Да, вот как-то. Я сказал, если есть замечания, напишите. Конечно. Семинар бывает пацифистов. Где наша? Даже вегетарианцы. Ну-ка. Я забыл обращение. Это телефон, получилось? Да. Ну, в таком случае мы откорректируем эту резолюцию и разошлем все СМИ, которые нам нужны. Там военные батальоны тоже на этот пункт указали, просят это изменение вести. У них свои цели на Россию. Хорошо. Ну что тогда, уважаемые дамы и господа, тогда, если вы позволите эти, так скажем так, уважаемые господа, если вы позволите и доверяете нам, мы тогда проведем, скажем так, коррекцию своих документов и этой резолюции и распространение. Спасибо вам большое. Всем спасибо. Всем спасибо. Еще раз, извините за предыдущий, так сказать, конфуз, который был. Просьба всех сюда на коллективное фото пройти. Почему вы не выступили? Чего мы? Как-то, не знаю, стесняемся. Ты стесняешься? Да ладно, выступили. Еще будет время.
Откуда кадр? Вот оттуда, да? Все, пройдите сюда, пожалуйста. Подержи, потом я у тебя возьму. Там фотограф есть, там фотограф есть. Вот фотограф. Пойдем. Проходим. Все, кто фотогеничный, проходит. Давай. Давай. Так, вас ждут, молодежь. Старший курс, идем. Так, секундочку. Все смотрим сюда. Улыбаемся. Супер. Дякую. Чтобы и флаг тоже. Скажи ей, что я... Спасибо. Дякую. Дякую.
покажемся? Конечно. Представим? Да? Так, как ее говорят. Вот. Мы здесь. Мой друг, Встретились. одноклассник. Да. Встретились в Украине, в Киеве. Я думаю, что скоро будем встречаться в Грозном. Да, в Грозном. На параде. На параде. Победы. Такие дела. Вместе учились в Литве, в Вильнюсе. А что ты тогда был? Было 83 и 90. До 92-го. До 92-го, да. 91-го. 91-го. Время сколько прошло, и дружба сохранилась. Очень приятно. И даже укрепилась. Укрепилась, да. Ну, видишь, как бы общее горе скрепляет, потому что будет скоро общая радость. Ну, в общем, завершая запись, это была прямой. Прямой, да. В общем, увидимся. Здравствуйте. Свободная Ичкерия и свободная Украина. А теперь